Сегодня с вами начинаем Мадрасатуль Хадис. Мадраса Аль-Хадис. Или Мадрасатуль Ривая. Или Мадрасатуль Асар. Как бы его назвали, но Мадрасатуль Хадис самое известное, то что Мадрасатуль Хадис. Мы где-то, наверное, 3-4 урока с вами говорили про Мадрасатуль Раи, да? Мадрасатуль мышления и мнения. Мадрасатуль Хадис в данном случае этого периода, это город в основном, где? Аль-Мадина, да. Город Аль-Мадина. Потом это все во времена Ахмад ибн Ханбаль, где-то через 100 лет, все это Мадрасатуль Хадис переходит в Багдад. То есть ученики, когда имам Малика, когда ученики из-за того, что аббаситы построили хорошие условия, хороший город, Медина уже потом не становится центром Мадрасатуль Хадис. Мадрасатуль Хадис переходит уже в Багдаде уже будет. И Ахмад ибн Ханбаль уже в основном будет там. Мадрасатуль Хадис, чтобы во главе, кто мы сказали здесь, один из самых основных сахабов, который повлиял на основание этого мадраса, это был Ибн Умар. Ибн Умар. Кто? Умар. Или, потому что Абдуллах, у Умара было много сыновей. Также Асим ибн Умар, да? Убайдуллах ибн Умар. А здесь Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб. И Зайд ибн Сабит. Зайд ибн Сабит. Вот эти две личности, которые нам надо обязательно будет знать. Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб и Зайд ибн Сабит. Это они воспитали, не основали, никто из них там спонсоров не привлекал, зданий не строил. То есть они своими учениями, своими фетвами, своими учениками основали вот то направление, которое называется Мадрасатуль Хадис, школа хадиса. До этого мы с вами говорили, что Мадрасатуль Раи, который основал кто? И Абдуллах ибн Мас'уд, радийаллаху анху. Абдуллах ибн Мас'уд, радийаллаху анху. Что можете про него сказать? Сразу, быстро. Один из лучших часов Корана. Один из лучших часов Корана. Еще? Шестой человек, который принял ислам. И шестой, вероятно, что он шестой, который принял ислам, но или в числе двадцатки, которую он принял ислам. И я забыл вам напомнить, что как они познакомились с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, он пас овец, то есть у него было свое стадо, не свое, а работал, вернее, пастухом. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проходили рядом с этим стадом, с Абу Бакром, радийаллаху анху, они попросили, Абдулле ибн Мас'уду было в то время 16 или 17 лет. Первые дни пророчества, саллаллаху алейхи вассалям, или первый год пророчества, саллаллаху алейхи вассалям. Было 16-17 лет, и из этой истории извлекается то, что он 594 года рождения, то есть 16 лет до, или 17 лет до начала пророчества, саллаллаху алейхи вассалям, значит ему во время хиджры, от пророчества когда было хиджра? Через 13 лет. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сколько в Мекке находился? 13, да?
А потом же он переехал в Медину. Тогда, следовательно, во время хиджры, когда он переехал в Медину, было ему 29-30 лет, а когда умер пророк, значит, ему было 40 лет. Вот так, если посчитать, что более, так скажем, ясная картина была. Да? Ему 40 лет, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, умер. Значит, первые дни знакомства у него с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, было, когда ему 16 или 17 лет. Он пас овец, и у него было стадо. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, попросил у него молоко, то есть подоить там козу, и Абдулла ибн Мас'уд сказал, что это не мое личное стадо, я всего лишь пастух, и отказал ему, потому что без разрешения хозяина молоко, говорит, не имею права давать. И тогда уже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у него, а есть такая коза, которая что? Не дает молоко. Как ну, то есть, то вы, недойная, не то, что недойная корова у нас есть, да, а есть недойная, может, овца или недойная коза. И он указал на ту недойную, которая вообще пустая, недойную козу. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подошел, погладил эту козу, бисмилля сказал, и молоко пошло. Это, конечно, Абдулла ибн Мас'уд сразу удивился и понял, что это посланник Аллаха. То есть он понял, что это не простой человек, а именно пророк, и принял ислам. И с первых же дней, или с первых же, так скажем, моментов, ислам Абдулла ибн Мас'уд был рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И до смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он не покидал пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Практически был везде. И один из, то, что рядом находился, один из еще таких моментов, что в Ухуде, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уже окружили мушрики, он был один из 4, которые защищали пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Был Абдулла ибн Мас'уд. Не будем повторяться, кому надо будет. То есть но я хочу повториться для нас. Основные его ученики. Кто? Это хоть каждый раз слушай. Алькама. Первый Алькама. Потом мы поймем, почему он первый. Да? Всегда Алькама ибн Кайс, да? Ан-Нахай. Потом его племянник Асвад ибн Язид. Ибн Язид тоже. Ибн Язид, Ибн Кайс. То есть Язид и Алькама, они родные. Он его племянник. Асвад. Потом нет, Ибрахим Нахай, он не ученик Абдулла ибн Мас'уда. Он их племянник, увидел Аишу, но он Абдулла ибн Мас'уда, радиаллаху анху, не видел. Кады Шурайх, нам тоже очень постоянно он нужен будет. Кады Шурайх, который 60 лет был кем? Судьей. 60 лет был судьей и еще судил самого халифа Али, радиаллаху анху, и вынес против него решение против халифа. И правил практически до последнего года, остался год ему жить, 107 лет умер, в 108 лет умер, а в 107 лет ему было, он отказался от должности судьи. Тоже из этой же школы, потом из этой же школы, кто у нас еще? Масрук, потом Абдурахман, который мы с вами смотрели, да? Абу Абдурахман Ас-Сулями, который, что через него мы читаем Коран, который у нас на столах, везде, или везде на полках, и в шкафу, и под кроватью, то есть под подушкой, вернее под подушкой, которую держим. У кого, да? Это Абдурахман Сулями, у которого обучались кто? Хасан и Хусейн, внуки пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сдавали Коран. Ну, понятно, что они не маленькие были, то есть имейте в виду, то есть они уже взрослые, но сдавали Коран Абу Абдурахмана Сулями. Они были старше, чем Абу Абдурахман Сулями. Хасан и Хусейн. Еще какие личности, которые мы знаем, кого воспитал Абдулла ибн Мас'уд? Азур ибн Хубейш.
Тоже один из чтецов, один из чтецов, который тоже Коран приходит к нему. Масрук, имам Шаби. Имам Шаби. Все пока, наверное, да? Повторили быстренько. Что для себя повторили? Мадраса Турай. То есть Абдуллах ибн Масуд после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, 40 лет сначала уезжает он в Сирию, Дамаск, потому что Абу Бакр во время Умар ибн Хаттаба в начале он в Сирию, Шам уезжает, а Шам в то время, то есть сначала у нас Дамаск, Иерусалим попозже взяли. То есть христианская делегация, она сама отдала, без Иерусалим, отдали на основании договора между Омаром, радиаллаху анху. Да? И имам Шаби, один из его учеников, Абдуллах ибн Масуда, да, что даже Абдуллах ибн Умар сидел на уроках имама Шаби, да, который собрал знания от 500 сахабов. Да? И когда он рассказывал уроки про походы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абдуллах ибн Умар ибн аль-Хаттаб говорил, что я сам был, говорит, там рядом с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, но эти тонкости, которые рассказывает имам Шаби, я, говорит, эти тонкости я не знаю. То есть разных, то есть он где-то рядом с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, был, Абдуллах ибн Умар ибн аль-Хаттаб, да? Абдуллах ибн Умар. Но остальные моменты, говорит, которые там, я там находился, но эти моменты я пропустил. Я, говорит, не знаю, поэтому он и много сахабов, и много табиинов находились на его уроках. У нас же мекканская школа есть еще, да? Школа мекканская, это во главе с кем? Ибн Аббас, да? Ибн Аббас. Поэтому если мы в этом году с вами научимся разбираться между Абдуллах ибн Масуд, Абдуллах ибн Умар и Ибн Аббас, радиаллаху анхума, или радиаллаху анхум аджмаин, то вот, значит, у нас год прошел не зря. И для всех троих был авторитетом кто? Был авторитетом Умар ибн Хаттаб. Для всех троих был авторитет. Абдуллах ибн Масуд не выходил из его слова в очень редких только случаях. Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб уже говорит фамилию за себя. Его сын. От слова отца он не выходил. Ибн Аббас, радиаллаху анхума, пока был жив Умар ибн аль-Хаттаб, ни одно слово его не противоречил. То есть для всех троих школ, что в мадресе Раи, что в мадресе Хадис, что Ибн Аббаса, который объединил все это потом, все эти два мадресе, для всех троих является авторитетом Умар ибн аль-Хаттаб. То есть его слова пока не выходили. Но понятно, Ибн Аббас, ему было 24 года, когда умер Умар ибн Хаттаб. Он был, можно сказать, что он был еще очень молодой, поэтому не выходил, да? Пока набирался только знаний. Вообще Умар ибн Хаттаб, машаллах, его потомство на долгие годы, вообще его баракят был, его семье. То есть, во-первых, его сын Абдуллах ибн Умар, да? Самый возьмем. А еще другие сыновья, но самые такие, скажем. Потом его сын Абдуллах ибн Умар Салим. Сын Салим. Тоже один из фукаха ус-саба. Один из 7 великих факихов города Медины. Это его внук. Потом его правнук Умар. Кто? Ибн Абдул-Азиз. Его правнук Умар ибн Азиз, 5-й праведный халиф. То есть Умар ибн Хаттаб, его вообще потомки, или он праведный халиф, или же он факих,
или же один из мухаддисов. Все, потихонечку, иншаллах, мы с вами. Вот это пока что мы повторили, да? Что Абдуллах ибн Мас'уд в Куфе воспитал или обучил таких людей, как Алькама. Но не только он. Алькама вообще с Абу Бакром и с Омаром 2 года ездил, да? 2 года ездил во всех своих походах и не расставался с ними. Алькама и Асвад, они вдвоем постоянно тоже обучались у Аиши, радиаллаху анха. Даже Ибрахим Нахи, их племянник с обеих сторон, у одного дядя со стороны матери, а другой дядя со стороны отца. Ибрахим Нахи, вот от Абу Ханифа, на кого-то ссылался, он тоже рядом находился, обучались у Аиши, радиаллаху анха. Но несмотря на это, то есть они не означали, что только у Абдулла ибн Мас'уда обучались. Они обучались и у других сахабов, но следовали вот этой школе, которую Абдулла ибн Мас'уд им что показал. Шурайх Масрук и Абдурахман Сулами. Имам Шааби. Вот этот имам Шааби, его относят к мадрасатуль хадис. Хотя он жил в Куфе, но он относился сюда, мадрасатуль хадис. В Медине будут такие, иншаллах, мы возьмем Раби'атур Рай, который я вам сказал, который, что? Ночью, когда его отец приехал через 30 лет, что? Хотел выгнать из дома, да? Раби'атур Рай. Он, наоборот, муфти или кады, который обучал в Медине, учитель имам Малика, он, наоборот, относится к мадрасатур Рай, потому что его название и его даже как прозвище говорит за себя. Раби'атур Рай. Так его и назвали. Это было видение. Чуть-чуть, что? Повторение. Все вот это мы начинаем с вами мадрасатуль хадис. Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб родился в 10 году чего? Нет. Как он хиджри может быть, если... А? Абдуллах ибн Умар. Абдуллах ибн Умар, если в 10 году по хиджре был бы, тогда он не видел бы кого? Пророк саллаллаху алейхи. Это год смерти пророка саллаллаху алейхи. 10-й год кабл аль-хиджра. До хиджри. То есть во время хиджры ему было 10-й год до хиджри. 10-й год до хиджри. То есть во время хиджри ему было сколько? 10 лет. 10 лет до хиджри, значит во время хиджри было 10 лет. Там с хиджрой путаемся. 13 лет пророчества, то хиджра, то пророчество, то это, да? Не все же такие. 10-й год. В этот год кто еще родился? Нам очень нужен, постоянно это нужен будет. В 10 году по хиджре, 10 году до хиджры родился Анас ибн Малик. Анас ибн Малик. Тоже он 10-й год. Как? До хиджри. Значит, когда пророку, саллаллаху алейхи вассалям, принесли его мать, так как отец умер, принесла его, как рядом быть с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и помогать ему, помощник, да? Как у нас этот, у нас помощник президента, да? Помощник полпреда? Советник, помощник. Есть такая должность, как помощник, по-моему? Есть? Помощник, как помогает ему. А? Советник выше, чем помощник. Ну, смотря как. Анас ибн Малик, значит, ему было 10 лет, во время, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям переехал в Медину. Мать его принесла и отдала, пусть тебе помогает во всех твоих. Поэтому его Анас ибн Малик был помощником пророка саллаллаху алейхи вассалям. Они одинаково. То есть, как нам? Гадуки. Гадуклар.
сверстники между Абдуллах ибн Умар и Анас ибн Малик. Просто Анас ибн Малик умирает в каком году? Анас ибн Малик умирает в 93 году хиджры. То есть ему было сколько? 103 года. А Абдуллах ибн Умар умирает в 73 году по хиджре. И ему было 83 года. Анас ибн Малик, радиаллаху анхум аджмаин. Анас ибн Малик еще 20 лет жил после Абдуллаха ибн Умара, радиаллаху анхума. Он говорит, климат вроде суровый, как вы там так долго жили? Анас ибн Малик вообще по просьбе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по молитве, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дуа сделал. Дуа сделал за него. Абдуллах ибн Умар. Абдуллах ибн Умар. Значит, переехал в Медину, ему 10 лет было. Он первый раз просился быть с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, в Бадре. Бадр это какой? И второй год. Пошел второй год по хиджре, да? То есть ему было даже 12 лет не было. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его вернул домой. Попросился с пророком быть в уходе, то есть ему было уже через год, 13, да? Тоже пророк сам его вернул. И взял его только первый раз, Абдуллах ибн Умара, только в Хандак, когда уже окружили город Медину. Хандак, битва Урва, да? Битва Урва. Вот только тогда, когда ему было где-то 15 лет по-нашему, по-арабскому считается как 16-й год, он 16 яшкитті, нече яш, он 16 бара, да? То есть, хотя ему 15, а ему, говорим, 16-й год идет уже. 15 лет, первое его участие в битве Урва, защиту города Медины, там уже практически все вышли, и женщины помогали, то есть там уже, когда Хандак, когда 10 тысяч уже арабских племен, со всех племен. Если до этого, до Хандака, до 5-го года по хиджре, были сражения между мекканцами и мединцами, два города только воевали, да? Мекка, Медина. Мекка мушрики, Медина, пророк, мусульмане. Хандак уже, Мекка сама, так как не могла одна победить, собрала все вот эти племена своих друзей, и уже 10 тысяч уже солдат приехали захватывать Медину. Но они опять-таки не смогли. Да еще здесь эти еврейские племена, которые палки в колеса вставляли, да, вот договаривали, что если отсюда не возьмут, то будут сзади. Их тоже потом, у них планы не получились, но это уже сира. То есть Абдуллах ибн Умар, как мы видим, при жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, был еще маленьким, то есть довольно-таки еще маленьким. И слышал от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но когда во время смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ему было сколько уже? 20 лет. Забегая чуть-чуть вперед, 20 лет, Ибн Аббас, ему было сколько? По одному из риваятов 10, но скорее всего это было у него 12. То есть 2 года до хиджры он родился. Ему Абдуллах ибн Аббас был, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер, ему было только 12. Ему было только 12. То есть практически от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он мало что мог свои там 7-8 лет, да, принять. Поэтому Абдуллах ибн Аббас стал великим ученым из-за того, что он охранял двери всех сахабов после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, начиная от Абу Бакра и уже другими сахабами. То есть Абдуллах ибн Аббас, радиаллаху анхума, стал великим ученым не из-за того, что как Ибн Мас'уд, что с первых дней находился рядом с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, да? А из-за того, что уже когда ему было 10 лет,
или 12 лет. Некоторые там, кого разного слушаешь, разных историков, некоторые говорят 10. Практически поэтому Абдуллах ибн Аббас, он не получил такие большие знания от пророка, как Ибн Масуд. И даже как Абдуллах ибн Умар. Эти уже молодые сахабы, да, период молодых сахабов, они взяли у других сахабов, которые рядом, то есть от своего отца, от Абу Бакра или других сахабов, Абу Хурайры, которые были повзрослее. Поэтому для Абу Ханифы, как мы еще говорили, поэтому Абдуллах ибн Масуд, он более авторитетный, потому что он каждый шаг или каждое событие, или каждый момент по дыханию пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он разбирался в этом и видел, и сам был участником там. Ибн Аббас для имама Шафии был авторитетом, так как собрал знания от других сахабов, которого в 16 лет ему было. 16 лет ему было. Омар ибн Хаттаб ставит в числе совета, который отвечает уже на вопросы. И некоторые старые сахабы, то есть старшие сахабы, не были довольны, что этого мальчишку взяли туда в совет. И Омар ибн Хаттаб задает вопрос один, что никто не может ответить, кроме Ибн Аббаса, радийаллаху анху. Он только отвечает. И тогда он говорит: вы сейчас понимаете, зачем я его взял сюда? Потому что он ответил на тот вопрос, на который другие сахабы не смогли ответить. Но это для сравнения. Вот у нас, иншаллах, 3 сахабы, которые у нас год пройдет на них. Это Абдуллах ибн Масуд, Абдуллах ибн Умар, и Зайд ибн Сабит, конечно, вот здесь. Но больше Абдуллах ибн Умар и Ибн Аббас, радийаллаху анху. Ибн Аббас. И со всеми их учениками мы должны с вами полностью разбираться, понимать. Сейчас Абдуллах ибн Масуд мы уже более-менее с подглядкой, один глаз в тетради, другой на доске, мы уже разбираемся, какие его люди, какие его ученики и каких он ученых воспитал. Да? Каких он ученых воспитал. Сейчас задача стоит еще сложнее. Потому что это почему проще? Почему проще? Потому что Куфа это не Медина. Куфа это не Медина. Медина это 10 тысяч сахабов. Остались после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это 10 тысяч сахабов. Куфа так значимые, это из-за того, что Абдуллах ибн Масуд, Муаз ибн Джабаль, Али радийаллаху анху, из-за того, что долгое время, несколько лет жил в Куфе. А где Али? Там основная масса всех сахабов были с кем? С ним, с Али. Хасан и Хусейн, его сыновья, другие сыновья. Также Абдуллах ибн Умар, хотя он фитнес сторонился, он вообще не участвовал в этих фитнах. И все основные сахабы, которые были на стороне Али, они жили в Куфе. И вот эти все ученики Абдуллаха ибн Масуда, они общались в основном со всеми сахабами, которые окружали Али, радийаллаху. Понятно? Но все равно это было как-то временно, так скажем, во времена Али или Абдуллаха ибн Масуд. А Медина это огромная база данных, которые 10 тысяч сахабов. И многие ученые, которые родились там, как Хасан аль-Басри, например, тоже родился в Медине, в доме жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И других, например, также и родители Мухаммада ибн Сирина, которые тоже мать, да, снаряжали 3 жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Все равно, если даже они басри, они все равно родились в Медине. Абдуллах ибн Умар, опять возвращаемся к нему, я чуть-чуть отвлекаюсь просто, да, чтобы сравнить. Абдуллах ибн Умар. Поэтому, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, умирал, ему было сколько? 20 лет, да? 20 лет. 10 лет до хиджры пророк, саллаллаху алейхи вассалям, умирает.
10 году по хиджре, значит 10 плюс 10 равно 30. Равно 20. Ему 20 лет было. То есть, если уже 20 лет, все равно он рядом находился с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, с какой битвой? Хандак. Да? С Хандака практически Ибн Умар, Абдулла ибн Умар был рядом с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. То есть, с 15 по 20 лет, где-то 5 лет он уже взрослая жизнь, и он много что видел от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и также получал знания других сахабов. Первое время, после смерти пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Абдуллах ибн Умар не стал еще обучать, заниматься обучением. Во времена Абу Бакра, Умара, своего отца, он занимался чем? Он был в походах. Пока молодой, он был в походах. Поэтому все основные события, которые произошли, да, он там был. То есть, во времена своего отца, он Шам, где Сирия, Палестина, Шам, он участвовал. Ирак и Персия тоже там участвовал. Он в Миср, когда тоже захватывали, тоже там был. Африкия называется на словах историков арабских, когда говорят, он открыл Африку. Африка — это где Тунис и Алжир. Алжир и вот здесь Тунис. Северная часть вот такая. Вот это называется у них Африкия. Когда говорят, в книгах мы читаем, поэтому иногда надо понимать, что подразумевается в словах. Он открыл Африку, это не означает, что это была Африка, которую мы сейчас понимаем. То есть вот здесь северная часть, которые были под Римской империей, Тунис и Алжир, вот эта часть, он назывался Африкия. А Египет, это уже Египет. Поэтому Абдуллах ибн Умар в первое время, он был в основных военных походах. Персия, Ирак, Шам, Египет, Тунис, он там участвовал. И дошел, как мы знаем в этих хадисах, где? Что он 6 месяцев объединял намазы. Он был в Татарстане. Фи Азербайджан. Азербайджан. Он был в Азербайджане. Где 6 месяцев объединял намазы из-за того, что были бунты и восстания, и он там находился. Кто находился? Абдуллах ибн Умар. Да. В Азербайджане как раз уже он был там. Потом, возвращаясь в Медину, начал тоже, то есть обучать давать знания. И умер он в 73 году по хиджре. Ему было 83 года. 73 год по хиджре, ему было 83 года. Один из его учеников говорит Саид ибн аль-Мусайиб. Некоторые его называют Мусайиб. Саид ибн Мусайиб говорит, когда умер Абдуллах ибн Умар, то не было бы такого человека в тот день, которого бы я захотел бы еще встретиться один раз. То есть, он потерял самого близкого для себя человека. Абдуллах ибн Умар.
Он был очень похож на своего отца Умар ибн Хаттаба. И его сын Салим, тоже очень был похож на своего деда Умар ибн Хаттаба. Какие качества Абдуллаха ибн Умара? Во-первых, он был склонен, или, скажем, более склонен к жесткой позиции. Отец такой был. Отец такой же? Отец такой был, да. То есть в исламе он брал жесткие позиции. Например, моча ребенка из Абдуллах ибн Аббас спокойно играл с ними и не считал, что это наджис. Абдуллах ибн Умар считал, что это наджис, вообще надо остерегаться. И даже не целовал, не поднимал детей, боясь того, что может какой-то там от ребенка какая-то часть мочи или что-то может попасть на его одежду, и что он этого не может заметить, и он поэтому редко что поднимал детей. Ходил в туалет там, куда ходил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Мыл глаза, говоря то, что типа, да, я слеп потом из-за этого тоже. Говорят, да. И вот такие, когда из один халифов аббаситов спрашивает имам Малика, его просят написать книгу. Напиши, говорит, такую книгу. По-моему, Абу Джафар аль-Мансур был. Абу Джафар аль-Мансур имам Малику говорит, напиши мне, говорит, по хадису мне такую книгу, что туда не надо, говорит, писать Шадаид Абдуллах ибн Умар. Сложности Абдуллаха ибн Умара. В эту книгу, говорит, не пиши. Сложности или жесткие позиции Абдуллаха ибн Умар. Варухас Абдуллах ибн Аббас. И легкие выходы Абдуллаха ибн Аббаса, чтобы там не было. Рохас, да? Разрешение. Чтобы не было разрешения Абдуллаха ибн Аббаса. Уашавадири Абдуллах ибн Масуд. И редкие какие-то вопросы Абдуллаха ибн Масуда, чтобы там не было. То есть халиф ставит задачу перед имам Маликом. Напиши, говорит, мне такую книгу, но то, чтобы там не было сложности Абдуллаха ибн Умар, легкости Ибн Аббаса, и чтобы там не было редкие явления или редкие случаи Абдуллаха ибн Масуд. Вот, все. То есть халиф Абу Джафар. В то время халифы, они были факихи. Халифы это не то, что, как мы себе представляем, там, через сказки Шахерезады. Да? Халифы, они тоже были образованы. Они на стихах спорили с учеными. Стихами они друг друга или вызывали на разные диспуты, или по некоторым по фиху могли на какие-то диспуты вызывать ученых, чтобы с ними подискуссировать, или по каким-то далилям. Халиф это не означает, это просто там, да, как мы все представляем. Поэтому Абдуллах ибн Умар, первая позиция, да, которую мы сказали, что у него была склонность к усложнению, или очень сложно некоторые моменты воспринимал. Был тамассук, у него было очень сильное подражание пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Третье качество, что он во всех фитнах, во всех этих смутах не участвовал. Когда были проблемы между Али, радийаллаху анху, и Муавией, да? Ему было предложено встать на стороне Али, он от этого отказался в Тахкиме, который потом взял на себя Абу Муса аль-Аш'ари, да? Его хотели поставить в Медине у Али, он отказался. Потом его хотели Усман ибн Аффан поставить судьей, он от этого отказался. Али, радийаллаху анху, ему предлагал, чтобы он возглавил Шам, от этого он отказался. То есть любая фитна, которая там была, Абдуллах ибн Умар от всего этого отстранялся.
И передает от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, 2630 хадисов. Один из самых, за эту цифру желательно запомнить мне и вам. Да, Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анхума, передает от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, 2630 хадисов. Самый кто больше передает? Самый больше, первое место. А? Абу Хурайра. Абу Хурайра от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, больше всех передает хадис. Сколько передает? 10 тысяч. Нет, миллион не может быть. Миллион это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вообще он тогда веками рассказывает. 5000. 324, по-моему. Я вот эту цифру не помню. Но около 5324. 5324 это передает Абу Хурайра. Когда мы говорим, что Ахмад ибн Ханбаль знал миллион хадисов, это не означает, что они все разные хадисы. Просто разных источников от разных сахабов. Иннама аль-амалю бин-ният, например, или который мы знаем, да, или другой хадис, который приводится. От этого сахаба, от другого сахаба, от третьего сахаба, от четвертого, от пятого, то есть будет 5 хадисов. Хотя пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал один раз, один хадис, а разные источники, это для них считается разные хадисы. Иначе любой математик вам или физик умный скажет, давайте мы миллион разделим на сколько секунд, на 20, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был 23 года, умножаем на 365 дней. Умножаем на 24 часа. И сразу будет известно, сколько хадисов, что? Если вы что говорите, тогда математически у вас не складывается, что у вас то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, за это время не может в секунду сказать вам там 300 или 500 хадисов в секунду, он не может рассказывать, потому что по цифрам у нас не сходится. Это миллион хадисов, это не означает, что сейчас в цифрах я не помню, если это посчитали, сколько вообще, если все эти хадисы собрать со всех источников, всех сунан, и только взять только по одному хадису, который на разные темы, там всего немного получается хадисов. Я, иншаллах, этот источник найду, я вам на следующий урок приготовлю это все цифры. А? Цепочку же все равно знал в любом случае. Да, цепочки знал. Да. Нет, миллион хадисов понятно, но чтобы на разговорах, когда вы с атеистами или, как скажем, с такими умниками, физиками, химиками, когда начинаем разговаривать на цифрах, цифры тоже мы умеем считать. С математикой нормально было все. Вот. И некоторые теряются, типа все такое. 12 минут один хадис. 12 минут один хадис, да? Вот. Да. Но видите, да, то есть невозможно, что пророк саллаллаху алейхи вассалям круглосуточно говорил хадисы и все эти, да, нет. Это же еще один, это не обязательно еще слова, хадис. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сел, там сахабы встали, Бадр остановились, кто-то там, Абдуллах ибн Масуд пришел, пророк саллаллаху алейхи вассалям принес там воду, кто-то унес. Кто-то там взял кирпич. Это разные ситуации, это не означает, что пророк саллаллаху алейхи вассалям там что-то говорил, да. А то, что его окружало, его качество, то, что его жена там, например, как читал намаз, он там стоял, как он проводил проповедь. Вот эти каждый момент, это не обязательно, что он должен был говорить. А каждое все, что описывается, то, что вокруг него, это будет хадис. Пророк саллаллаху алейхи вассалям был, например, среднего телосложения, вот тебе и хадис. Он ничего не сказал, были у него такие волосы. Иногда он так был. Иногда в это время, когда Усман, радиаллаху анху, захватили Мекки, пророк саллаллаху алейхи вассалям там был. Когда ему пришел Сухайль ибн Ибн Сухайль, он был там. Пророк саллаллаху алейхи вассалям ничего не говорил, просто то, что описывается, любая картина вокруг него, вот это и будет хадисы. Поэтому там тоже не все так просто. Так, и сейчас мы Абдуллах ибн Умар. Мы с вами сказали, что он передает 2630 хадисов в источнике Баки ибн Махлад. Ибн Махлад.
Нет. Баки ибн Махлад это утерянная книга. Утерянная книга. Говорят, она есть в Германии. И за нее большую цену просят. Судьи готовы выплатить любые деньги. Баки ибн Махлад. Это испанский, андалузский ученый. Андалузский. Это больше, чем Муснад ибн Ахмад ибн Ханбаля. Там 50 тысяч хадисов. Махлад, да. Баки ибн Махлад. Это намного больше всех источников, которые. Но это потерянная книга. Но его хадисы, они все есть других. Поэтому мусульмане говорят, ну и что это. У нас так и так он уже есть в других книгах. Нам эта книга, как бы мы уже не нуждаемся в этой книге. Но если будет, типа, ничего плохо. Да, потому что у Ахмад ибн Ханбаля 30 тысяч хадисов. Муснад 30 тысяч хадисов, а у него 50 тысяч. Ибн Умар, радийаллаху анхума, от него приводится 2630 хадисов. Это один из, так скажем, в первой десятке. Здесь Абу Хурайра 5324, он 2000. Также Получается, ни одного хадиса, что ли, от него неизвестно? Как его там Абу Хурайра? У Абдулла ибн Умара, который вышел с света. нет, они вот эти 2600, они в Бухари есть, и в Муслим есть, да, во всех есть. Все Баки ибн Махлад, и это Баки ибн Махлад тоже здесь. Это опираемся мы на этот источник просто. Он все это посчитал уже, сколько, от какого сахаба, сколько хадисов. Это просто. А чтобы вот это собрать, у имам Бухари столько нет. У имам Бухари, например, я так от себя говорю, 300, например. Там Муслим, например, там 220, вот так. И вот так потихонечку по частям у него собирается от разных источников. И в общем случае, в общей сложности получается вот такая цифра. Но мы как видим, что Абдулла ибн Умар является одним из тех, от кого что очень много хадисов. 2630 это очень много хадисов считается. Это очень много хадисов. Почему? Почему от него много, а от Умар ибн Хаттаб очень мало? Вопрос. Домашнее задание. Ну, потому что тогда до них еще не надо было. Да. То есть сахабов в то время. Ну и позиция такая была, то что Абдуллах ибн Масуд, когда его говорили сказать один хадис, Абдуллах ибн Масуд даже дрожал, когда рассказывал хадис. И если у него Абдуллах ибн Масуд слово в слово не совпадало со словами пророка, саллаллаху алейхи вассалям, у него руки дрожали, он говорил «Эукамакаль». Или, по-моему, мне показалось, что он так сказал. Он очень боялся ошибиться в тех фразах, как именно пророк саллаллаху алейхи вассалям вот так сказал, или же чуть-чуть по-другому, или же может под словами вот так, то есть слагаемые по-другому было. И Абдуллах ибн Масуд очень боялся. Даже, говорит, один из его учеников, вот не помню, кто из них, говорит, что мы могли, говорит, находиться год рядом с Абдуллах ибн Масуд, радийаллаху анху, и не услышать ни одного хадиса, чтобы он сказал, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал так-то, 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 так-то. Хаулян. За один год. Потому что у него, хотя рядом с ним был. Очень боялся, и если даже, говорит, начинал, говорить именно от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если он, говорит, он ошибался в каком-то, или так сказал, то есть какая там буква не совпадала, у него начали дрожать руки. Это его была позиция. И это все отразилось на ком? На его учениках, в том числе и у Абу Ханифы. У Абу Ханифы тоже мало хадисов. Потом начали его обвинять в том, что как будто он знал всего лишь 17 хадисов. Да? Вот тоже обвинение. Скорее всего, не 17 хадисов, а 17 муснадов, которые, ну, тоже на это нет подтверждения. Но это была вот школа Абдулла ибн Масуда, вот одна была. Так, мы с вами познакомились с Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб, то есть сын Абдуллах ибн Умар, родился 10-й год до хиджры, то есть тогда хотел участвовать в битве Бадр, Ухуд, его пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вернул домой, не разрешил. Хотя Анас ибн Малик
Анас ибн Малик. Его же сверстник. Анас ибн Малик. Его же сверстник, да, одинакового года рождения. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, взял его и в Бадр, и в Ухуд, и во всех этих. Анас ибн Малику разрешал. Абдуллах ибн Умар не разрешил. Вот. И никто как бы не остался недоволен. Анас ибн Малик, как его слуга, то есть там стрелы принести, еще что-нибудь там. Анас ибн Малик он брал с собой. Значит, Абдуллах ибн Умар, на чем мы остановились, то что для нас один из самых значимых моментов. Сначала он в молодости участвовал во многих походах, и потом уже тоже обучил очень много учеников. От него очень много брали хадисы. И очень много хадисов оставил нам. Один из его самых знатных учеников, начинаем. Нам надо взять 9 человек. Здесь сколько взяли у Абдулла ибн Масуда? 6. Ну, 5-6. Алькама, Асвад, Шурай, Масрук, Абдурахман Сулями. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Шаби 6. Еще кого взяли? Азур ибн Хубайш. 7. 7 взяли, да? Да, Сулями, Зур ибн Хубайш взяли 7. Ну да, 7 взяли, 7 достаточно. В принципе, чтобы провели. И здесь тоже есть фукаха ус-саба, нам надо будет взять их обязательно. Есть 7 факихов. Зур ибн Хубайш. Первый человек номер 1 после. То есть насчет Абдуллах ибн Умар. Здесь вопросов нет. Да? Один из великих ученых, великих знающих, умер в каком году? 73-м. Алькама у нас умирает в 62-м. Да? 62-м. Вот мы где-то с вами сейчас будем доходить до 100-го года хиджры. До 100-го года хиджры. Довольно-таки сколько? 73. Это не маленькая цифра, правильно? 73 года сказали. И вообще говорят, 73 год, Абу Ханифа рождается в 80-м уже. То есть между Абу Ханифой здесь, в этом случае, очень близко уже. Время-то 7 лет всего лишь. Абу Ханифа здесь родился уже в 80-м. Да? Понятно, что Анас ибн Малик в 93-м году. Абу Ханифа было уже сколько? 13 или 14 лет было уже ему, да? То есть велика вероятность, на самом деле, то, что он видел его в хадже. 6 лет видел, или там в другое время, 14 лет, в принципе, увидеться есть в хадже. Там, в хадже всегда совершали, и в хадже друг друга могли увидеть. Абдуллах ибн Умар. От него взяли много, очень много. Их не сосчитать. Если вот здесь Куфу еще постараемся, в принципе, еще можно их собрать. Там, можно сотни там собрать. Но мединских ученых или мединских мухаддисов, их для хадис, их очень много. Чтобы вот эту атмосферу передать, я не знаю, сокращаю. И нам надо взять первое, Саид ибн аль-Мусайиб. Саид ибн аль-Мусайиб. Его ученик, да. Его последователь. То есть, ну как ученик? Этот Саид ибн аль-Мусайиб всегда опирался на Абдуллах ибн Умар. Он не говорил, что это Абдуллах ибн Масуд. Или он не говорил, что там другой сахаба, Аиша. Он всегда для него человек номер 1 был Абдуллах ибн Масуд. Абдуллах ибн Умар. Саид ибн аль-Мусайиб.
То есть эти люди, которые мы с вами будем в основном их называть, они будут опираться или на Абдуллах ибн Умар, или на Зайд ибн Сабита. Для них, так скажем, авторитеты они были. Авторитеты они были. Саид ибн Мусайиб. Родился он в 15 году. В 15 году по хиджре. Умер в 94-м. Как мы знаем вот сейчас, да? Алькама, Асвад, Шурайх, Ибрахим Нахи, Масрук, Шаби, Абдурахман Сулами, Зур ибн Хубайш. Вот эти, как мы знаем вот этих людей, нам надо сразу обязательно знать вот этих ученых. Саид ибн Мусайиб. Саид ибн Мусайиб. Мы же не можем перепутать Петр I и Куликовскую битву, да? Не путаем. Это, когда у меня один друг сдавал экзамен, туда поступали в исламском. Он говорит, по истории вопрос, говорит, в Великой Отечественной войне, говорит, когда переломный, говорит, какая была, говорит, битва, что наши начали побеждать. Куликовская битва. Вместо Курской дуги что-то К помнит? Как Курской дуги, короче. Там несколько было, там Сталинградская битва, переломный тоже был. Ну, Сталинград, да, смотря где. Значит, нельзя сказать, что только Курская дуга была. Вот. Ну вот видишь, уже вот это ихтиляф уже начался, разногласие. Главное, но не Куликовская, правильно? Которой вообще не было. В основном историки говорят, что это вообще сражение не было. Никаких доказательств. А? По западным нет. Найти не мог. По западным нет? По хроникам, да, не говорят. Найти не Признают мог. Да. Ну, вопрос не в этом, да? Саид ибн Мусайиб это зять, во-первых, зять Абу Хурайры. Абу Хурайра выдал свою дочь за этого человека. За дочкой Абу Хурайры там как глаз положил сын халифа. Или же сын Вали аль-Мадина. И Абу Хурайра, он выдает замуж свою дочь за этого человека, Саид ибн Мусайиб. Его отец и дедушка и дед были сахабами. Его отец участвовал в Бай'ату Шаджара, да, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, брал под деревом, когда был слух, что Усман ибн Аффана, радийаллаху анху, убили, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уже собрал сахабов, что он собирался уже пойти и отомстить за Усмана. И он взял во время, они же едут на умру только в их храмах этих, у них практически ни оружия, ничего. Есть Бай'ату Шаджара, есть где под деревом пророк саллаллаху собрал их и взял байат. Его отец был там. А его дедушка умер в сражении Ямама во время Абу Бакра, радийаллаху анху. Этот, по мнению Саид ибн Мусайиб, считается, по мнению Ахлюль Хадис, по мнению мадраса хадиса, афках ат-таби'ин. Самый лучший знающий фикх среди таби'инов. То есть, по мнению мединцев, они считают, что он лучше знал, чем Алькама, лучше, чем Ибрахим ан-Нахи, лучше, чем Шаби. По мнению, ну это как бы одно из этих. То есть этот человек, Саид ибн Мусайиб, считался в хавут таби'ин.
То есть для города Медины. Поэтому же Аллаху алям, как мы уже говорили, да? Кто больше знал, Аллах Субхану Тааля только знает. Кто из них больше знал. Но значимость у нас в природе, так по своей природе, мы же привыкли, чтобы себя возвеличить или там возвысить, да? Мы что должны сделать? Унизить кого-то. А он такой, я такой. А принцип ислама здесь наоборот. Чтобы возвысить кого-то, надо возвысить своего. И, наверное, принцип китайцев тоже, да? Чтобы возвысить свою школу, надо сначала возвысить другую школу, а потом уже замочить эту школу. Показать, что у них школа тоже очень хорошая. У китайцев нет тоже принципа, чтобы унизить кого-то. Они сначала его возвышают так, а потом уже, когда побеждают, и показывают, что они какие самые лучшие. Саид ибн Мусайиб, это зять Абу Хурайры, радийаллаху анху. И все ученые говорят, что он самый лучший знаток, самый лучший знаток решений, можно сказать, ответов, кадая, ответов посланника Аллаха, пророк Мухаммад, Абу Бакра и Умара. А? То есть Абу Бакр и Умар. Абу Бакра и Умара, да. Он в Медине считался самый лучший знаток всех ответов. То есть на что пророк саллаллаху алейхи ва саллям когда-нибудь ответил, кому что-то сказал, кому-то что-то ответил. Или Абу Бакр какое вот это вынес решение, или что-то ответил. Или Умар, радийаллаху анху, что-то ответил, что-то кому-то сказал. Это все знания были у него. Саид ибн Мусайиб. А? В Медине. Да. Самый лучший, нет, вообще, не только Медине, вообще. Не только Медина. Вот Афкахут Табиин, скорее всего, фильм Медина. Скорее всего, потому что другие города не могли же в то время все охватить. Это сейчас через интернет можно конкурс объявлять. Еще что-нибудь, да? Да. Поэтому Саид ибн Мусайиб все решения, все ответы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где кому что ответил, Абу Бакр кому что где ответил, и Умар ибн Хаттаб кому как ответил, и все ответы их, они были, это как база данных. Ходячий. Да, ходячая просто энциклопедия всех случаев жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это тот человек, Саид ибн Мусайиб, которому халифу запретил перестраивать уже Каабу. И после его запрет длится по сей день. Когда халифы начали, Абдулла ибн Зубайр так сделал, другой так сделал, потом халиф начал перестраивать, и он сказал, не делайте Каабу игрушкой в руках халифов, каждый потом придет после вас, и каждый президент, или каждый там король, или каждый халиф будет перестраивать Каабу, как ему хочется, и пусть игрушка не станет игрушкой в ваших руках. Все. Построено до вас. Извини, хочешь расширяться, расширяйся, но не трогай то, что уже было до тебя. Все. Поэтому сейчас, что турецкие там вот эти ежи, оно очень сильно мешает коричневое вот это здание, но никто его уже не трогает. Да? Могли бы, конечно, снести для этих, да, вот тут мешающую инфраструктуру, но турки тоже мешались. Но это больше политическая сторона. Конечно, если вот глобальная вмешалось бы, его убрали бы. Но здесь о чем речь? То, что мечеть, если она так построена, придет другой, мне не нравится квадратный проект, я хочу круглый сделать. Другой придет, я хочу, не хочу сейчас круглый, я хочу вообще треугольный сделать. И вот этот Саид ибн Мусайиб, и очень много у него таких маслах аль-Мурсаля, которые он поставил, запретил продавать места мина, мекканцам. Все говорят, мекканцы это не ваш. Если вы там дома понастроите, приедут хаджи, а где они будут жить?
Это скажет мой двор, это скажет, у меня собака там гуляет, третий скажет, у меня там машина стоит. Все. Хотя никакого в шариате, в исламе, что? Никакого запрета нет, чтобы на Мина строить дома. И он сказал, нет, Мина не трогаем. Мина не трогаем. И Саид ибн-Мусайиб, один из великих ученых, некоторые говорят, очень известный Мусайиб. Саид ибн-Мусайиб. Во всех этих, если зайдете в интернет, наверное, там везде Мусайиб его называют. Но я один слышал, помню, давно уже, где-то слышал такую речь, что он не любил его называть как мафуль бихи. Как исм мафуль, не мафуль бихи, а исм мафуль. Исм фа'иль есть исм мафуль. Он говорит, то есть Мусайиб, исм мафуль так не должно быть, поэтому надо называть исм Мусайиб. 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 Мусайиб Б. Саид аль-Мусайиб. От него, его один из самых известных учеников, это имам Шихаб az-Зухри. Шихаб az-Зухри. Один его, так, прошу запомнить, как мы запомнили от Алькамы Асвад, их племянника Ибрахим Нахи, запомнили, да? Здесь надо Ибн Шихаб az-Зухри. Az-Зухри, да. Ибн Шихаб az-Зухри это тот первый человек, который Ибн Шихаб az-Зухри, имам Зухри. Это первый, один из первых, или некоторые говорят, он первый, кто начал упорядочивать этот хадис. Он был известен уже во времена пятого халифа Омар ибн Абдул-Азиза. Омар ибн Абдул-Азиза. И когда один человек сказал халифу, я, говорит, внес в ваш ислам 40 тысяч ложных хадисов. То есть в то время уже, да? В то время. Один, это Омар ибн Абдул-Азиз, какие года был? 102 год по хиджре, да? За 2 года всего лишь правильно. Омар ибн Абдул-Азиз, в это время ему говорят, что я внес в ваш ислам 40 тысяч ложных хадисов. Омар ибн Абдул-Азиз говорит, «Индана Зухри», у нас есть Зухри, которые твои 40 тысяч хадисов перещелкают, как мы щелкаем орехи. И дал задание убрать эти ложные хадисы. Да, и убрали. Убрали точно. Ибн Шихаб az-Зухри. Это его ученик. Но, иншаллах, мы сейчас Шихаб az-Зухри еще возьмем, иншаллах. Ан Салим, потому что его есть сын Салим. И Шихаб az-Зухри считается самый лучший иснад в хадисе, это в хадисоведении. Самый лучший хадис это Ибн Шихаб az-Зухри ан Салим ан Абихи. Это самый правильный, или, так скажем, бессомненный, самый правильный хадис. Это когда передают Зухри ан Салим, от Салима, от своего отца. А это уже сахаба. Где сахаба, там уже все, вопрос закрыт. Здесь уже никаких сомнений. Доходим до сахаба, сильсиля заканчивается. Сахабы, они, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, асхаби кеннуджум. Мои сахабы это как звезды. Да, или в других хадисах, что Аллах субхану ва тааля в Коране говорит, что «Вассабикуна миналь мухаджирина валь ансар, лакад радияллаху анхум». Да? Аллах субхану ва тааля доволен ими. И Аллах субхану ва тааля сам им говорит, что сахабы они не могли врать. Да, у них могут быть какие-то стычки в мировых вопросах, могут они разногласия между собой каких-то мировых, но то, что касательно религии, есть гарантия от Аллаха, что сахабы не врут. Сахабы не врут. Остается вопрос уже насчет хадиса. Насчет хадисов начинается вопрос после сахабов. Вот после сахабов это уже начинается проверять, кто такой Салим, кто такой Зухри, кто такой Малик, это уже все будет разбираться. Он сика, не сика, можно. А то, что сахабы, все, дошли до сахабов, вопрос закрыт. И самый
так скажем, правильный иснад в хадисе, это Зухри от Салим. Зухри ан Салим ан Аби. А есть сильсиля захабия, это уже улюмуль хадис пошел, есть золотой иснад. Есть самый правильный, есть золотой. Самый золотой это имам Малик. Малик ан Нафи. Вот здесь Нафи. От Абдуллах ибн Умар. Это золотой иснад называется. Малик от Нафи от Абдуллах ибн Умар. Это золотой. В каком смысле? Сильсиля захабия. Золотой тоже, то есть очень чистый и тоже без сомнений. Без сомнений. То есть надо же было отличить имам Малик, практически, имам Зухри, конечно, постарше. Надо было отличить вот эту цепочку, что вот эта цепочка, она самая достоверная, самая лучшая. Асах, правильный. А самая золотая, это имам Малик, когда от слуги Абдуллах ибн Умар, от Нафи, от Абдуллах ибн Умар. То есть здесь никаких вопросов, никаких сомнений по поводу этого хадиса нет. Так, вкратце мы поняли, кто такой, кто? Саид ибн Мусаиб это тот же самый, как Алькама для Абдулла ибн Масуда. Но для Абу Ханифа и слов Абу Ханифа, который Аузаи не стал с этим спорить, что Алькама, он более знающий кто, чем даже Абдулла ибн Умар. Что он даже не Саид ибн Мусаиб. Саид ибн Мусаиб для Абу Ханифа это кто? Как Ибрахим ан-Нахай. Это для Абу Ханифы вот этот уровень. Ибрахим ан-Нахай. Понял? А Алькама это просто он, его такой, так скажем, минус или что, как это назвать, то, что он не смог просто увидеть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хотя он жил во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мог увидеть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, просто но не удалось увидеть, и все. А по знаниям или же по уровню он то же самое, как вместе идет с кем? С сахабами. Да, сахабами. Ибн Шихаб Зухри. Это вот самый правильный хадис, да, двоих? Да. Правильно. Самый правильный хадис аз-Зухри от Салима, Салим сын Абдуллах ибн Умар, от своего отца. То есть Абдуллах ибн Умар. Это самый правильный асаххуль асанид. А золотой иснад это Малик от Нафи от Абдуллах ибн Умар. Но в любом случае, самый правильный иснад приходит к кому? Не Ибн Масуду, не Ибн Аббасу, а именно кому? Абдуллах ибн Умар. Вот это мы должны с вами тоже запомнить, то, что у хадисоведов. То есть Аллах Субхану ва Тааля как баракят дал потомству Умар ибн Хаттаба, так и баракят дал в чем? В самых правильных иснадах, самых правильных хадисах. Это через Абдуллах ибн Умар. Хотя, конечно, и другие, так скажем, по уровню никак не хуже. Это не означает, что другие там, второстепенные или второсортные, или на втором уровне. Нет. Просто вот так хадисоведы. К сожалению, улюмуль хадис нам не удалось взять. Так только для знакомления взяли мы в университете, а таких у нас специалистов не было, чтобы улюмуль хадис пройти. Это тоже очень интересная наука. Может, наши потомки, иншаллах, это все будут развивать. Они есть в арабских странах, конечно. Есть специалисты, есть мухаддисы, есть, которые очень разбирают. Намного интереснее будут рассказывать, чем мои здесь. В Татарстане нет у вас? Нет, даже в Татарстане, даже в России нет таких. По хадисоведению, даже в России, можно сказать, если хафизы есть, пока, альхамдулилля, только-только хафизы появились, хафизы там, может даже 10 кираатов сейчас уже появляется, да? Альхамдулилля, то есть 10 кираатов. Но они пока только носители 10 кираатов. Но они опять-таки не могут вот эти тонкости объяснить. Просто выучили и все.
Только на основании зубрежки выучили, а вот это все объяснить, как все, еще не могут. Хазрат, ты давай учись, и потом, Уже поздняк. Почему? Да. Все. Самое первое, мы должны сейчас сегодня запомнить, Саид ибн Мусайиб, это один из первых людей, или номер один, Ахль Мадина, мединской школы хадиса. То, что все к нему обращались с знаниями. И что? Как бы он энциклопедия всех решений пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Бакра и Умар, радийаллаху анху. На втором месте. Как так получается, что сахабы вот не врали, Аллах нам говорит об этом, и при этом в очень важных вопросах, это получается вопрос поклонения, один из 5 столпов, есть такое разночтение. Получается, что, может быть, пророк сам читал по-разному, в разных ситуациях. Ну, например, с поднятием рук. Или аминь. Вообще поднятие рук, иншаллах, мы с вами разберем. В хадисах он идет в 9 местах. В 9 местах. И то, что он сократился до 4, это ханбалитский. До 3 это шафиитский. До 1 это ханафитский и маликитский. Но все 4 мазхаба единогласно говорят, что 9, как у шиитов, там и между сажда поднимать, и в других местах поднимать, они были отменены. То есть 4 мазхаба все считают, что 9 мест, которые в хадисах идет, они отменены. Но насколько эта отмена произошла, на чем она остановилась, в этом и есть разногласие. В 4 или в 3 или в 1. Но все 4 мазхаба говорят, что уже отмена точно была. Вот, то есть это джузият, это частные, второстепенные вопросы. Когда мы научимся вот этих ученых понимать, именно то ставим вот этот вопрос, и этими учеными мы все это разбираем. И тогда уже еще сложнее будет. Немаловажные моменты, которые стали причиной фитны. Нет, фитна, она проблема в нас, не в них и не в исламе. То, что некоторые разногласия такие произошли, иншаллах, и мы все это постараемся собрать. Ну, хотя бы, наверное, штук 50 соберем таких, которые были. У них это было, они между собой спорили, объяснялись, но это никак не влияло на их отношения.